Этого мы ждали, по большому счету, 2 века. Плюсы огромные. Дорога, транспортная коммуникация – это всегда дорога в развитии. Это же наша мощь, это наше будущее. Это суперпроект. Можно ли говорить, что нам повезло? Однозначно, однако повезло не в том, вернее не только в том, что руководству республики удалось убедить Москву протянуть будущую автостраду М-12 по территории Татарстана. Нам повезло исторически и географически оказаться там, где мы есть, то есть на пересечении важнейших торговых путей. Поэтому с учетом этого М-12 это не просто проект федеральной трассы Москва-Нижний Новгород-Казань. Это еще и ключевая часть другого мегапроекта коридора Европа-Западный Китай. И Татарстан здесь на самом вкусном месте, на пересечении всех дорог. Такой, выражаясь современным языком, транспортно-логистический хаб. А М-12 – такая ключевая часть новой версии знаменитого шелкового пути. На пути из Европы через Россию и Казахстан в Китай. Можно, конечно, морским путем через Суэцкий канал. Большинство грузоперевозок так и идет. Но оцените эффект. По новой автодороге, помимо того, что безопаснее, так еще и чуть ли не в 5 раз быстрее. Автомобильный транспорт, он самый динамичный. Он не просто самый динамичный, он самый удобный. То есть от ворот до ворот. Он работает так. И поэтому ускорение времени – это деньги. Мы и наши предки ждали этого момента. Я не знаю, какими доводами руководствовался наш президент Рустам Нургалиевич, но в Казани мы сделали большой-большой перекресток. Перекресток практически 7 дорог. Здесь и М7, здесь и М5. Вот это скоростная трасса М12. То есть все то, что принесет дорогу, принесет эта дорога для экономики нашей республики, еще предстоит сосчитать. Мы все говорим, что с определенных позиций Татарстан географически удобно расположен, но это же надо использовать. Для этого-то дороги нужны. Казалось бы, Татарстану грех жаловаться, и сейчас есть в наличии неплохая сеть региональных и федеральных дорог, та же трасса М7. К слову, не секрет, что первоначально рассматривался вариант серьезной ее реконструкции без строительства дополнительной автострады. Однако, взвесив все «за» и «против», специалисты пришли к однозначному выводу. Строительство М12 намного выгоднее, даже с точки зрения безопасности. Не будет встречного движения. Вот сейчас все аварии, столько людей гибнут, потому что лобовые столкновения, узкие трассы. И эта трасса будет широкая, несколько полос, и они раздельные. В этом отношении плюсы очень большие. Но в любом случае, вот эта трасса М12, ее пытались проектировать так, чтобы она минимально затрагивала населенные пункты. То есть вопрос реконструкции трассы М7 определяет большее количество неудобств для населения, чем трасса М12. Вот так ее проектировали. И регионы, по сути, борются за то, чтобы их трасса не миновала. По сути, во всем мире так. Реализация проекта сулит Татарстану не просто много плюсов, как говорят специалисты, эффект будет синергетическим, то есть республика выигрывает по всем направлениям, повышается ее инвестиционная привлекательность. Уже на этапе строительства это десятки тысяч новых рабочих мест. Огромные плюсы для бизнеса, как для крупных компаний, так и малого бизнеса. По оценкам экспертов, только валовый региональный продукт Татарстана дополнительно получит порядка 146 миллиардов рублей. Это же живых денег, которых заплатят людям за работу, за инертные материалы. Не за оборудование, произведенное в Японии, а вот непосредственно здесь. То есть это сумма инвестиций в территорию Татарстана. Дорога закончится, что начнется? Ее эксплуатация. И это не тот проект, который построили и забыли. Но ее эксплуатируем, мы тоже создаем рабочие места, только на стадии строительства 30 тысяч рабочих мест у проекта М12. И мы уже сегодня планируем, что у нас будут логистические центры. Вот все обговорено, что будут еще создаваться промзоны. Поэтому я думаю, мы выиграем только от того, что стройка пойдет по нашей территории. Для Татарстана проект во многих смыслах стратегический. Он открывает совершенно новые горизонты для ключевых секторов и компаний республики. Прежде всего в сфере машиностроения и нефтехимии. Символично, что фактически старт проекту М12 дал премьер-министр Михаил Мишустин во время его визита в Татарстан в особую зону Алабуга. И если мы сегодня принимаем решение, вы даете нам старт, Михаил Иванович, мы уже заходим в стройку в этом году. Мы даем старт строительству автомобильной дороги Москва, Нижний Новгород, Казань.
Тогда же было заявлено, что общий объем финансирования на строительство автодороги составит 650 миллиардов рублей. 150 миллиардов поступит из Фонда национального благосостояния. Это самый масштабный дорожный проект России. Он имеет особое значение для всего евразийского пространства. Уже сегодня поддержана правительством Российской Федерации трассировка. Дана команда президентом страны на строительство в ускоренном темпе этого объекта. Проект предполагается реализовать в сжатые сроки до 2024 года. На раскачку времени не было изначально. И очень важно, что этап обсуждения проекта с общественниками и заинтересованными жителями, можно сказать, уже позади. Проектировщики утверждают, что сделали максимально, что могли, и учли замечания жителей поселков, вблизи которых пройдет магистраль. Сейчас этап, когда нужно подключать к проекту экспертизу сначала для консультации. Эта процедура может занять в лучшем случае месяца 2. Мы все объекты смотрим тщательно, мы стараемся, чтобы не то, что там ошибки какие-то начнем, мы стараемся, чтобы проект был качественным, чтобы он людям служил. Подрядчик полностью мобилизовался, ведутся, вы видели, работы и уже по устройству временных сооружений, закончены в полном объеме геологические изыскания. Проектировщики сегодня уже, по сути дела, сформировали и профиль трассы, и оптимизацию мы основных технических решений провели. М-12 это проходит по территории 5 субъектов, везде эти задачи стоят. Песок надо добыть, надо, значит, организовать его доставку, транспорт нужен, железная дорога везет щебень. Не просто так же говорят, что строительство тянет за собой конкретную работу еще 32 отраслей. Никогда еще Татарстан не являлся субъектом, который не выполнял планы. Время споров уже прошло, пора действовать, причем всем. М-12 уже в пути. Тимур Бекмурзин, Татьяна Тимошенко, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.